Добрый вечер. В эфире информация. Новый этап, новые возможности. 20 единиц современного оборудования получил Институт судебных экспертиз от российских коллег. По поручению президента начались работы по замене магистрального водопровода в Очимчире. Из республиканского бюджета выделено 30 миллионов рублей. Чисто, культурно, тепло. Почему этим летом многие туристы выбрали местом отдыха Очимчирский район? Актуальный репортаж программы. В республику прибыла делегация из Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Делегацию принял президент Абхазии Бадра Гунба. Стороны обсудили укрепление исторических связей и расширение сотрудничества в различных сферах – экономике, культуре и туризме. Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать в Абхазии. В первую очередь, конечно, хотел бы отметить, что, несомненно, нас радует, что за последнее время очень активно развивается взаимодействие между нашими странами, между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. И, конечно же, ваш визит – очередное тому подтверждение. Для нас очень важно сохранение этих очень добрых исторических взаимоотношений. Уверены, что именно развивая наши отношения, мы создадим наиболее благоприятные условия для граждан наших стран. Конечно же, развиваем мы свои взаимоотношения практически во всех отраслях, во всех направлениях. В первую очередь, это, конечно, военно-политические отношения, укрепляем экономические, социальные. И это все, конечно, не может не сказаться на обычных гражданах. Для меня очень важно понимать, что и выстраиваются особые отношения с регионами Российской Федерации. И, конечно же, Псковская область, как один из динамично развивающихся регионов, то, что мы имеем возможность сегодня взаимодействовать, нас не может не радовать. Спасибо вам большое за то внимание, которое вы уделяете взаимодействию с Республикой Абхазия. Я знаю, что запланировано подписание соглашения с Гудоводским районом о партнерских взаимоотношениях. Это очень важное направление. Сегодня приятное событие состоялось, подписание соглашения между музеями Пскова и Государственным музеем боевой славы. Это именно то, что сохранит наши взаимоотношения, историю наших стран. Мы всегда последовательны в своих действиях и шагах. Абхазия всегда выстраивала очень добрые, добрососедские, теплые взаимоотношения с Российской Федерацией. Вы знаете, что по тем возможностям, которые существуют в нашей республике, мы всегда рядом с великим государством Российской Федерации. Сегодня проведение специальной военной операции. Наши граждане принимают участие. Никто их туда преднамеренно и насильно не отправляет. Это зов сердца. Это та гражданская позиция граждан нашей страны, которая уверена в том, что все, что сегодня происходит, это несправедливость по отношению к Российской Федерации. Мы готовы стоять плечом к плечу, отстаивать правду, которая нам всем сегодня необходима. Мы придаем особое значение развитию взаимоотношений, как я отметил ранее. Уверен в том, что и сегодняшний ваш визит придаст дополнительный импульс развитию этих взаимоотношений. Позвольте вас еще раз поприветствовать и пожелать всем нам успехов в реализации намеченных планов. Бадр Зурович, я хочу свою речь начать со слов благодарности лично вам, вашей команде за, во-первых, гостеприимство, искренность, открытость и высокий профессионализм команды, потому что представители правительства Псковской области до визита приезжали, общались, искали общие точки соприкосновения. Все четко, все профессионально, поэтому я уверен, что после нашего визита
будет придан новый виток развитию наших отношений. Ну и несмотря на географическую отдаленность Псковской области, Республики Абхазия, у нас на самом деле очень много общего. Прежде всего это касается экономики. Мы поставляем в республику и обувь, и торфяные субстраты, и электрическую, кабельную продукцию. Есть потенциал для расширения этого сотрудничества. Вижу, насколько активно республика развивается, насколько активно развивается туристическая сфера. Новые ательеры приходят, открывают и реставрируют гостиницы. И в этой части все, что необходимо для гостиничного бизнеса, мы тоже можем предлагать, потому что часть из этого производится именно на территории Псковской области. В рамках технического взаимодействия, технического сотрудничества наши министры уже договорились о том, что бизнес-миссия осенью приедет в республику. И я со своей стороны приглашаю предпринимателей Республики Абхазия тоже приехать к нам. Мы со своей стороны все, что нужно, организуем на самом высоком уровне. Ну и, конечно, у нас общее культурное, историческое наследие. И у нас, у вас есть святые места, православные центры, которые привлекают огромное количество паломников, туристов, по сути, со всего мира. И это хорошая база для увеличения туристического потока. Ну и мы с коллегами тоже говорили, конечно, очень важно, чтобы были предприняты исчерпывающие меры для взаимодействия нашей молодежи и реализации совместных проектов. И уже обсудили, что одним из важнейших элементов этой части может быть совместная работа по написанию проектов в рамках президентских грантов. Вопросы развития сотрудничества между Абхазией и Псковской областью обсуждались на встрече премьер-министра Абхазии Владимира Делба и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Речь шла и о налаживании авиасообщения между Псковом и Сухумом. В рамках визита делегации из Пскова также подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Музеем боевой славы имени Владислава Ардзенба и Военно-историческим музеем-заповедником Псковской области. Обо всем подробно в материале Гугуцы Вардания. По прибытии в Абхазию губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с вице-премьером республики Джансухом Нанба, членами Кабмина и послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным возложили цветы к памятнику российским миротворцам, почтили память героев Второй мировой войны и Отечественной войны народа Абхазии. Далее все переместились в Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба, где для гостей была проведена экскурсия. Сотрудница госучреждения Эльвира Подпругина рассказала об экспонатах, экспозициях Второй мировой войны и Отечественной войны народа Абхазии, первом президенте страны, чье имя носит музей. У нас началась война, он стал нашим верховным главнокомандующим. Вот высшая военная награда нашего государства, Герой Абхазии. Затем между Музеем боевой славы и Историческим музеем-заповедником Псковской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили руководители музеев Мзея Бея и Наталья Суббота. Документ подразумевает проведение совместных мероприятий и конференций, разработку вставок, обмен методическими и справочными материалами, фото и видеотрансляции. Стороны обменялись памятными подарками. Далее встреча в Кабмине, на которой премьер-министр страны Владимир Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили взаимодействие сторон в социально-культурной и духовно-нравственной сферах, налаживание гуманитарных связей, подписание договора о побратимских отношениях с Гудаутским районом. Проговорили о том, что мероприятия в сфере экономики у нас будут более детально проработаны, установили сроки. Предложили нашим коллегам к определенному сроку, к 25 августа, проработать план мероприятий для того, чтобы представить и мне, и Михаилу Юрьевичу для рассмотрения и дальнейшего подписания. Еще раз хочу поблагодарить наших коллег и убежден в том, что сотрудничество между Псковской областью и Республикой Абхазия будет динамично развиваться. Михаил Ведерников отметил, что для Псковской области сотрудничество с Абхазией – это еще один виток развития международных отношений, налаживание авиасообщения между Псковом и Сухумом, образование, спорт, экономика и другие направления. Стороны планируют взаимодействовать во многих сферах. Несмотря на то, что мы достаточно далеко друг от друга,
находимся. У нас много общего, большая история, православные традиции, православные святыни, динамично растущий туристический поток. Вот мы в первую очередь эти, конечно, направления обсудили взаимодействие по линии образования, культуры, спорта, экономики. Ну и вот, как Владимир Валерьевич сказал, не откладывая в долгий ящик, до 25 числа Кабинеты министров Псковской области и Республики Абхазия подготовят абсолютно предметный план, тем более, что коллеги уже достаточно плодотворно поработали. А до 1 плюс-минус сентября мы проведем совещание в режиме ВКС, где этот план затвердим и будем по нему уже двигаться. Но, допустим, Министерство образования и молодежной политики, они уже мероприятия свои начнут проводить еще до того, как план будет утвержден. Поэтому у нас ожидания большие и позитивные. Также в рамках встречи стороны обсудили и отдых детей из Псковской области в Абхазии и наоборот. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Какие риски, в том числе для Абхазии, несет создание Зангезурского коридора под контролем США и подписание соглашений между Арменией и Азербайджаном? Политолог Беслан Хагба прокомментировал значение подписанного в Вашингтоне меморандума по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку. Беслан Хагба также прокомментировал заявление грузинского премьера Кобахидзе о неподписании соглашения о мире. Вряд ли какие-нибудь изменения коренные, кардинальные произойдут по отношению к Абхазии и Южной Осетии, потому что это не отвечает интересам Грузии, это не одобряют грузинское общество, это может вызвать раскол, и к чему приведет, мы не знаем. И потому, учитывая потребность грузинского общества, всегда правящая власть, когда отмечают годовщину, они говорят, что мы никогда не пойдем на мирные переговоры, мы никогда не пойдем на признание Абхазии и Южной Осетии. Понимаете, надо привыкнуть, первое, и второе, надо иметь в виду, что в международной практике существуют непризнанные, очень успешные страны. Я могу кучу примеров привести. И мы должны привыкнуть вот к такому статусу. Отношения, я имею в виду, Грузии по отношению к нам. Серьезные конфликтные отношения будут сохраняться, мы мирно можем сосуществовать, иметь какие-то гуманитарные связи, но всегда мы должны иметь в виду здесь, в Абхазии, очень серьезно относиться к всем изменениям, которые происходят в грузинском обществе, вообще по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Потому что, знаете, мир, давайте будем честны, сохраняется до сих пор в Абхазии и в Южной Осетии благодаря политике России здесь. После признания Россия взяла обязательства гарантии безопасности. И эта политика осуществляется, реализуется. Это не нравится политической элите в Грузии. И потому такое отношение конфликтное с Российской Федерацией тоже. Понимаете, я вам напомню, что Грузия называет Россию страной, оккупировавшей их территории, имея в виду Абхазию и Южную Осетию. И никаких изменений, что произойдут вот, по отношению к России, тоже не видно. Хотя, между прочим, надо иметь в виду, что вот, экономические связи сохраняются, туристы приезжают, и причем товарооборот растет, это в интересах Грузии. Такой грузинский парадокс. Понимаете, у стран нет дипломатических отношений, но экономические связи сохраняются. И мы в Абхазии должны привыкнуть к этому. Сохранять вот такую стабильность благодаря России, обеспечивать нашу безопасность, интегрироваться в Российскую Федерацию, насколько это позволяет наша Конституция, наш суверенитет. И это отвечает интересам Российской Федерации, интересам Абхазии. И то, что вот подписали меморандум вот в США с участием Трампа, это, знаете, это не говорит о том, что вот к согласию пришли конфликтующие стороны, что мирный договор вот-вот будет подписан. Я еще раз хочу вам напомнить, что очень много вопросов, которые не решены. Но что касается геополитики, если она получит воплощение, понимаете, вот то, что планирует президент Дональд Трамп, что коридор Зангезурский будет в аренду сдан частной компании военной, и они будут контролировать, это не нравится многим странам на Южном Кавказе и вообще за пределами тоже. Например, Ирану, например, не нравится Российской Федерации, например, даже была критика даже со стороны Турции. А что касается политики Армении, это тоже очень идет вразрез национальным интересам Российской Федерации. Я вам напомню, что Армения находится в таможенном союзе с Российской Федерацией в рамках Евразийского союза. Это говорит о том, что они не могут другие договоры
таможен, например, подписать с другими странами. То есть надо выйти из этого союза. Как это будет осуществляться, мы не знаем. Вот видите, столько противоречий. Не уверен, что в ближайшее время какие-то договоренности случится, какой-то договор будет заключен, который приведет к стабильности в этом регионе. Очень много конфликтов, которые до сих пор еще не разрешены. Конечно, если там появятся какие-то большие игроки, например, США и на Южном Кавказе, какое-то влияние их политика окажет на и другие страны тоже, в том числе Абхазии. И поэтому это невыгодно, может быть, не в интересах Российской Федерации, но прямой угрозы, что вот как раз Абхазия в результате этих событий какой-то нестабильности приведет, нет, такие события вряд ли произойдет. Учитывая, я еще раз говорю, что мы далеко находимся от этих событий. Южный Кавказ – это все-таки большой регион, понимаете? Но надо иметь в виду вот что. Знаете, когда говорят об Абхазии и других странах, например, Турции, например, Иран и, например, США, если вдруг ему удастся осуществить эту политику вот такого удачного вмешательства, это может создать прецедент по отношению к Абхазии тоже. Почему бы не попробовать и в этом регионе тоже? Опять может вспыхнуть какие-то конфликты. Мы, сохранив внутриполитическую стабильность, я уверен, что политика России по отношению к Абхазии не изменится. Она будет все-таки проводить такую политику, чтобы государственность состоялась, первое, чтобы она отвечала интересам Российской Федерации, отвечала, конечно, жителям нашей страны Абхазии и строить хорошие отношения с Российской Федерацией. Я уверен, что проблемы безопасности будет обеспечен. Институту судебных экспертиз Минюста Абхазии исполнилось 30 лет. По этому случаю в Сухуми прошло торжественное заседание, в работе которого приняли участие коллеги из России. В рамках юбилейного мероприятия состоялось награждение сотрудников Минюста, внесших значительный вклад в развитие института и ведомства. Награды получили как действующие работники, так и ветераны. Из зала заседаний Кабинета министров репортаж Гундышова. Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз был основан 10 августа 1995 года и за прошедшие годы внес значительный вклад в обеспечение правосудия в Абхазии. Институт проводит широкий спектр экспертиз, результаты которых используются в качестве доказательств в судах. Министр юстиции Андрей Барцец поздравил коллектив с юбилеем и рассказал о перспективах развития института. Перспективы развития института судебной экспертизы в ключевом смысле этого слова направлены на расширение видов экспертиз. В этом направлении ведется плодотворная работа, связанная в первую очередь с подготовкой квалифицированных и специализированных кадров. В то же время современный мир устроен таким образом, что качественное, глубинное научное исследование возможно с применением современных технологий, современного оборудования. Мы нацелены на то, что во взаимодействии с нашими российскими коллегами мы получаем современные виды и образцы оборудования, и под это оборудование мы готовим специалиста. История института началась в непростой период становления страны. В условиях послевоенного восстановления и формирования новых государственных институтов создание эффективного и профессионального органа службы было жизненно необходимо. Благодаря профессионализму и дальновидности действующих на тот период времени руководителей Министерства юстиции, это Батал Иванович Атапагу и Людмилы Платоновны Ходжашвили, были достигнуты договоренности с руководством одного из судебно-экспертных учреждений Российской Федерации, где впоследствии сотрудники нашего института прошли обучение по программе дополнительной профессиональной переподготовки, и им впервые была присвоена степень государственных судебных экспертов. Этот этап, наряду с беспрерывным процессом работы со стороны руководства Минюста по обеспечению института необходимым материально-техническим оснащением, стал отправной точкой для возможной реализации полномочий государственных судебных экспертов. В рамках юбилейных мероприятий были отмечены заслуги сотрудников Министерства юстиции, которые на протяжении многих лет добросовестно выполняют свои обязанности, способствуя укреплению законности и правопорядка в стране. Награды получили как действующие работники института, так и ветераны, внесшие свой вклад в становление и развитие экспертного учреждения. Создание этого института – это была просто проблема, необходимость. После войны, вы знаете, судебные органы для того, чтобы могли давать оценку тем или иным вещам в рассмотрении разных уголовных и прочих дел, нужно было обязательно нужна была экспертиза, и у нас это стало проблемой. Тогда, если вы помните,
материально-техническое обеспечение судов было за Министерством юстиции. Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста России Екатерина Козырева поздравила абхазских коллег и выразила уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество и взаимодействие станет плодотворным, а также зачитала поздравительное письмо от имени исполняющего обязанности министра юстиции Российской Федерации Евгения Захарчука. Благодарю вас за укрепление сотрудничества и плодотворное взаимодействие в решении общих задач в рамках заключенного между нашими министерствами соглашения. Хотел бы пожелать вам, а также руководству и работникам Республиканского института профессиональных успехов и дальнейшего развития. С уважением, исполняющий обязанности министра юстиции Российской Федерации Евгений Захарчук. Празднование 30-летнего юбилея Института судебных экспертиз стало свидетельством признания его важной роли в системе правосудия Абхазии. Мероприятие подчеркнуло стремление института к дальнейшему развитию и совершенствованию, направленному на обеспечение справедливого и объективного рассмотрения дел в судах. Несмотря на сложности, характерные для этапа становления института, благодаря высокому профессионализму его коллектива удалось не только успешно развить практику судебной экспертизы, но и внести весомый вклад в обеспечение правопорядка и законности в стране. В сложное послевоенное время институт, опираясь на поддержку Минюста Абхазии, сумел доказать свою состоятельность, став одним из ключевых звеньев в правовой системе нашей страны. За 30-летнюю деятельность Институт судебных экспертиз Минюста Абхазии внес значительный вклад в формирование правового государства, защиту прав и свобод граждан, укрепление законности и правопорядка. Юбилейная дата – это повод отметить достижения, наметить новые цели и задачи, подтвердить приверженность принципам верховенства закона и справедливости. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 20 единиц современного экспертно-криминалистического оборудования передал Минюст России Институту судебных экспертиз при Минюсте Абхазии. Оборудование общей стоимостью в 20,8 миллионов рублей разместится в отремонтированном помещении в здании Сухумского городского суда. Поступило оборудование, которое позволит нам устанавливать давность документов и реквизитов документов. Поступил микроскоп сравнительный для исследования микрочастиц. Мы очень гордимся этим микроскопом под названием «Лейка». Он имеет широкое применение и может использоваться при производстве баллистических экспертиз, трассологических экспертиз, исследования волос, волокон, тканей, пыльцы и частиц пыли. Также поступило оборудование, которое позволит восстанавливать содержание текстов, размытых текстов, зачеркнутых текстов. Поступило оборудование для производства строительной технической экспертизы, пожаротехнической экспертизы, компьютерно-технической экспертизы, оборудование для исследования экологического состояния водных объектов, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов и многое другое. Благодаря этому оборудованию у нас расширится перечень видов судебных экспертиз в институте. В Абхазии создадут ассоциацию глэмпингов. Как сообщили в Минтуризма, организация объединит владельцев объектов и инвесторов. На встрече с представителями отрасли министр туризма Астамурлогу обсудил меры господдержки для развития горного туризма, улучшения инфраструктуры, создания инвесткарты с новыми перспективными локациями. Также были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, сложности с получением разрешений, плохое состояние дорог, коммуникаций и электроснабжения. Тихий, уютный город, прозрачная вода и идеальная набережная – это про Очамчиру. Этим летом многие туристы выбрали местом отдыха именно Очамчирский район. Ведь здесь расположена и Черноморская жемчужина, где можно провести отпуск и поправить здоровье. Репортаж Шазины Ханагуа. Волны моря, шум прибоя в Очамчире звучат как песня. Они убаюкивают мысли, согревают сердца и превращают каждый день в запоминающееся мгновение лета.
С берега Чимчиры открывается живописная картина. Прозрачная вода, мягкий песок и солнце, медленно тающее на горизонте. Волны то шепотом, то смеясь подступают к берегу, оставляя на песке тонкие кружева пены. Дети с восторгом бросаются в прибой, визжат и ловят брызги. На пляже царит атмосфера беззаботности и радости. Как вам море? Море такое не горячее, не холодное. Вот вечером только бывает прохладненькое. Ну, вообще тут, в принципе, кайф вообще. А вы откуда приехали? Мы из Сочи. Море шикарное, питание шикарное. Что тебе нравится в Очимчире? Мороженое, море, кафе. Время проводим отлично, море очень теплое. Да, море очень теплое и время тоже проводим хорошо. Кто же не знает, что Очимчира – город мира? В этом еще раз убеждаешься, прогуливаясь по местной набережной и общаясь с доброжелательными жителями и гостями. С каждым годом все больше туристов открывают для себя Восточную Абхазию. Очимчира – это место, где каждый может найти что-то свое. Для одних это райский уголок для семейного отдыха, для других – возможность заняться водными видами спорта, а для многих – шанс насладиться красотой природы и забыть о городской суете. Еда – это отдельное искусство, которое везде, где не кушаешь, везде все вкусно. Не надо бояться, что где-то можно отравиться, потому что с детьми тяжело это все воспринимать. Здесь все хорошо. Чисто, культурно, тепло. Мне нравится. Именно город Очимчиру. Нам просто все очень здесь нравится. Море просто превосходное. Всегда уходим с хорошим настроением, заряжаемся солнечными лучами и соленой водичкой. Мы остановились, снимаем дом у местных жителей. Вообще классно, очень нравится. Первый раз, конечно, впечатления очень большие, конечно. Море вообще топ, как парное молоко купаюсь. Да все хорошо, но развлечений у вас мало. Но это и плюс, с одной стороны, потому что люди приезжают некоторые не только за развлечениями, а за тишиной. Здесь тихо. В 50 метрах от пляжа на первой береговой линии расположился отель «Черноморская жемчужина». 16-этажное здание обеспечивает вид с балкона как на море, так и на горы. На территории комплекса работают оздоровительный центр, спа-зона, подогреваемый бассейн с пресной водой, бассейн с природной минеральной лечебной водой. Постояльцы отеля отмечают вкусную еду, высокий уровень обслуживания и доступные цены. К слову, «Черноморская жемчужина» – отличный вариант для круглогодичного отдыха. Ведь здесь можно не только провести отпуск, но и поправить здоровье. Живешь высоко, не как вот в домиках. Вид и на море, и вот в разные стороны, то есть на город виды есть. Ну, все нравится. Нам нравится наш отель, в котором мы проживаем, питание, которое нас очень вкусно кормят по-домашнему, где-то с ноткой Абхазии такой. Очень доступен. Мы, знаете, мы сами как бы пребываем в таком тоже... Хотя мы бронировали всего в июне, и на троих у нас всего 80 на троих. Это совсем вообще ни о чем. На 14 дней, не на неделю, а буквально. И все включено. Мы были и в Сочи, в Турции, да, но здесь очень просто бесподобно. В обед мы побывали в столовой отеля «Черноморская жемчужина». У шведского стола собралась длинная очередь. Посетители с любопытством рассматривают блюда. Выбор огромный, а в воздухе витают аппетитные запахи. Я не удерживаюсь, всего по чуть-чуть практически кладу. Мясо тает во рту, просто мясо разное все время. И говядина, и свинина, и курица, и, по-моему, индейка. Я так поняла, какая-то. Ну, в общем... Выпечка разные виды, фрукты разные виды, особенно арбуз. Вообще, вот, ну, все супер вообще. Я говорю, жаль, что я так не умею готовить. Мне понравились творожные плюхи. И еще мне понравилась картошка по-деревенски. Ну, все очень вкусно вообще. Ну, мы астраханцы привыкли вот к баклажанам, помидорам, вот, ну, то есть это близкая еда, то есть по сути. То есть я прям наслаждаюсь, вот, то есть постоянно, то есть что-то, какие-то баклажаны тушеные. Вот это разнообразие очень привлекает. В отеле более 500 коек-мест. Заполняемость хорошая. Номера бронируют заранее. Уже есть брони до октября. В среднем от 7 тысяч рублей. С трехразовым питанием, соответственно, пользованием нашим пляжем, 2 бассейнами, один с пресной водой, другой с термально-кремниевой, она, соответственно, лечебная, от природы горячая. Большой спектр процедур, начиная с классических массажей, гидромассажей, подводных душ-массажей,
косметология, соответственно, соляные какие-то процедуры, соляная комната. Большой спектр процедур. Люди, которые сюда приезжают, соответственно, они уже знают, куда едут, и знают, что у нас есть очень хороший оздоровительный центр. Также у нас немало нашего местного населения приходит, чтобы сделать себе те или иные процедуры. Также пользуются нашим бассейном термальным. Туристический сезон в районе проходит весьма активно. В начале сезона возникли некоторые трудности. Май и июнь были дождливыми, что вызывало беспокойство. Однако к июлю и августу ситуация стабилизировалась. Большинство отелей заняты, а частный сектор и гостевые дома продолжают развиваться, отмечает начальник отдела туризма, международных связей и СМИ администрации Очимчирского района Дмитрий Кубахи. Делается все возможное, чтобы Очимчира стала центром отдыха и просто уютным, чистым городом. У нас крупных объектов в районе 6 больших объектов. Это вот Тамыш Виллаж, вы знаете, потом Черноморская жемчужина, тоже жемчужина на берегу, большой оздоровительный комплекс спортивный. Они, вот что называется, крупные, но частный сектор тоже развивается. Гостевые дома. Раньше в Очимчирах это было слабо развито, но последние несколько лет именно туристы, вот связано с тем, что люди ожидали, что аэропорт должен открыться, и он открылся, слава богу. И сейчас вот большие надежды на то, что восточная часть будут посещать больше туристов, будет, значит, логистика для них более легче налажена, и вот люди начинают вкладываться именно в это направление. Абжуйская Абхазия – место необычное, созданное для особого отдыха. В ней есть своя изюминка и черноморская жемчужина, которая с каждым годом привлекает все больше гостей. Ведь город Очимчира – лучший город мира. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Более 3,5 миллиардов рублей налоговых платежей поступили в бюджет Абхазии за 7 месяцев, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. План перевыполнен на 16%. В июле этого года поступления налоговых платежей составили 982 миллиона рублей при плане в 811 миллионов. В Очимчире приступили к замене магистрального водопровода. Работы стартовали по поручению президента Бадры Гунба. Средства выделены из республиканского бюджета. Подробнее в материале наших коллег из Очимчира Информ. В Очимчирском районе ведутся работы по замене изношенных труб накопительного бассейна, обеспечивающего водоснабжение города. Администрация Очимчирского района выделила средства, и сотрудники МУП «Водоканал» приступили к ремонту водопровода, который исчерпал свой ресурс за многие годы эксплуатации. Мы стоим на холме, где наши водонакопительные бассейны, и в ветке была труба уже лет 15 по всем параметрам. Он вышел из строя. Приступили мы к этой работе, которая снабжает город от накопителей до первой отпускной задвижки. Он протяженностью у нас 1,5 километра. Завезена часть материала. И один бассейн в прошлом году был у нас отремонтирован. Я думаю, снимем мы проблемы от накопителей до города. Глава администрации Очимчирского района Алхас Каца лично осмотрел место проведения работ и отметил, что замена водопровода значительно улучшит водоснабжение Очимчиры. У нас была огромная проблема с водоснабжением города Очимчира от накопителей, которые поступают в город. Основная труба, которая питает город. Благодаря руководству страны была оказана большая помощь, выделены средства. Сегодня МУП «Водоканал» занимается подготовительными работами по укладке трубопровода, который снабжает основной город. На сегодняшний день за моей спиной вы можете увидеть, что основные работы уже проведены. Линия по укладке водопровода, она полностью прочищена. Траншея уже вырыта. Буквально в ближайшее время мы приступим к засыпке песком и последующей пайке и укладыванию трубопровода. Ожидается, что работы завершатся к концу года. Майнинг-ферму обнаружили сотрудники СГБ в Сухуми. 8 аппаратов для добычи криптовалют различной модификации потребляли более 25 киловатт электроэнергии. Репортаж пресс-службы СГБ.
11 августа 2025 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия проводились мероприятия по выявлению, пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к единой энергетической системе Республики Абхазия. В результате в городе Сухум по улице Адлейба, 3-й проезд, дом 8, в подвальном помещении была обнаружена действующая майнинг-ферма, которая состояла из аппаратов по добыче криптовалюты различной модификации. Незаконно подключенные аппараты потребляли электроэнергию более 25 киловатт. Аппараты были демонтированы и изъяты, а также был составлен административный протокол. В настоящее время владельцы аппаратов устанавливаются. Инвалиду первой группы и ветерану Отечественной войны народа Абхазии Инварбию Ашуба специалисты столичной администрации капитально отремонтировали квартиру. Подробности в материале пресс-службы мэрии. В каких условиях живет инвалид первой группы Отечественной войны Абхазии? В таких условиях жить ветеран-инвалид не должен, решили в администрации Сухума и приступили к ремонту жилья Январбея Ашуба. Ремонт сделали капитальный, начиная с замены окон и дверей, заканчивая внутренними отделочными работами. Да, в квартире был произведен полностью капитальный ремонт, были отбиты полностью стены, демонтированы дверные проемы, стяжка пола. Затем уже заново полностью были оштукатурены все стены, окрашены, уложен теплый пол, залита стяжка, уложен керамогранит и затем в зале ламинат. Установлены новые дверные, в дверных проемах двери, в оконных проемах окна и входная группа новая. Ветеран рассказывает, что не раз обращался с просьбами помочь с ремонтом жилья. Однако попытки были безуспешными. Строителям и руководству мэрии он благодарен. А вот о своих заслугах перед Родиной отзывается довольно скромно. Оттого и ремонт, сделанный в квартире, считает удачей. Обращение-то было, конечно, но редко кто реагировал на это обращение. А сейчас вот новый мэр города, кто появился, я его плохо знаю, не то что плохо, просто я с этим человеком не знаком. Но, видимо, увидел, что участник войны, там этот инвалидство, наверное, посмотрел, и он согласился сделать мне ремонт. Большое ему спасибо, так и передайте. Ремонт доволен, конечно, доволен. Мне хорошо сделали, очень хорошо, я даже столько не ожидал. Все, что возможно было, мне сделали. Спасибо вам большое за понимание. А так, воевал я, никогда не говорил, что я воевал. В принципе, кто считает себя истинным абхазцем, пусть не говорит, что он воевал. Он защищался, не воевал. Воевали грузины, чтобы отвоевать чужое. А мы что? Мы смогли защитить себя и все. Сейчас отремонтированную квартиру приводят в порядок уборщики. Уже в понедельник ветерану привезут и установят бытовую технику, мебель, необходимую сантехнику. Совсем скоро ветеран Январбей Ашуба сможет въехать в свое новое жилье. Все работы проведены за счет средств администрации города Сухум. Благотворительный концерт «Музыка нас связала» в поддержку детей с инвалидностью прошел в Доме культуры в Гудауте. На сцене выступили не только дети с ограниченными возможностями здоровья из Абхазии, но и преподаватели и волонтеры Академии Хурма, а также солист Ростовской государственной филармонии и преподаватель Ростовского колледжа искусств Александр Грищенко. Все собранные из концерта средства направлены на лечение подопечного Ашана Амира Халваш. Мероприятие было организовано КБФ Ашана совместно с Российской музыкальной академией Хурма при поддержке Российского фонда президентских грантов. Ярким и запоминающимся событием стал концерт Гоши Куценко и группы ГК, который прошел на набережной Сухума в минувшее воскресенье. Мероприятие было организовано в рамках визита делегации из Пскова и собрало множество гостей и местных жителей. Как приняли в Абхазии известного российского актера и музыканта, расскажет Айлита Арутюнян. Постой, паровоз, не стучите колес. Последний
Гоша Куценко и группа ГК в Сухуми. Это яркое событие подарило многочисленным зрителям хорошее настроение и массу незабываемых эмоций, которые надолго останутся в памяти. Да, весело. Очень классный, крутой. Просто Гошу Куценко первый раз видим в жизни. Только обычно по телевизору, либо в кино мы его видим. А так очень классный концерт. Мы под впечатлением, в восторге. Гоша наш кумир. Как отдыхается? Отлично. Нам очень повезло, что столько, очень много мероприятий. Очень рады. Сухого, мы тебя любим. Мы любим. Наше сердце с вами. Прекрасные, добрые впечатления. Будет танцевать. Как концерт в целом? Хороший концерт. Мы приехали из Сибири, поэтому приятная атмосфера, хорошая погода и прекрасный концерт. Конечно же, такая зажигательная атмосфера не оставила равнодушным никого. Люди подхватывали знакомые ритмы песен и танцевали в такт музыки. Гоша Куценко – известная личность. Артист в первую очередь знаменит по своим ролям в кино «Любовь, морковь», «Мама, не горюй» и не только. 2006 год, 2007, 2008 мы провели здесь, я был президентом Абхазского кинофестиваля «Апсны». Сергей Багаров был президентом страны, вот в этом парке пела Хибла, моя подруга. И для меня это не просто, это страна моих друзей. Это страна моих друзей. Вот знаете, кто-то с кем-то дружит. Вот я всегда дружил с Абхазовым. Рок-группа, солистом которой когда-то был Гоша Куценко, называлась «Баранина-97». Именно тогда начались его первые выступления. Дебютный альбом Гоши Куценко «My World» вышел в 2010 году. Также группа записывала саундтреки к фильмам, например, «Любовь, морковь 2», «Марс» и не только. Воскресный вечер завершил показ мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга», посвященный жизни равнопрестольной святой, первой русской правительницы, принявшей христианство. Зрелище также привлекло большое количество зрителей. Это приказание Игоря было исполнено, и Ольга предстала пред ним, и стали они законными мужем и женой. Аэлита Арутюнян, Гундас Шоу, Анарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. 12 августа в Абхазии ночью без осадков, днем местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 19-24, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. До свидания. Всего хорошего.